Сямейная праграма для ўсіх і кожнага. На хвалях першага нацыянальнага канала беларускага радыё вітаю вас я, Тацяна Гулейка. У эфіры сямейная праграма. Нагадаю, мы сустракаемся на пачатку 12 і ў 17:05. Сучасная літаратура Беларусі з'ява надзвычай шматгранная і разнастайная па сваіх мастацкіх кірунках, пошуках і набытках. Яна багатая на яркія, самабытныя творчыя індывідуальнасці пісьменнікаў, што дазваляе гаварыць пра эстэтычную важкасць і разнапланавасць мастацтва слова. Зараз на літаратурнай ніве працуюць пісьменнікі розных пакаленняў, рознага творчага вопыту, ад вядомых майстроў да літаратараў маладзейшага пакалення. Сёння бліжэй пазнаёмімся з беларускай пісьменніцай Надзеяй Ясмінскай, якая піша ў жанры дзіцячай літаратуры, фэнтазі і магічнага рэалізма. Аўтар 6 друкаваных і 3 электронных кніг. Лаўрэат прэміі Цёткі 2016 года за казачны зборнік «7 ружаў». Калі Надзею запыталі, хто ваш ідэальны чытач, адказ быў такі: я спадзяюся, што мой чытач звяртае ўвагу на мову твора. Для мяне вельмі важны смак слоў. Я звяртаю ўвагу на літары і ўспрымаю іх як інгрэдыенты апетытнай стравы. Сёння пісьменніца Надзея Ясмінская, гостья нашей семейной программы. Надежда, здравствуйте. Добрый день. Очень приятно вас сегодня видеть, но мне очень понравилось вот это ваше выражение, которое я озвучила ранее, что вы очень трепетно относитесь к слову, к его гармонии, да, вот чем оно может быть, колорит у слова, да, наделено может быть слово. Да, вот так. Да, я воспринимаю слова визуально. Не знаю, странно это звучит или нет, но, пожалуй, для меня текст — это как картина. Там, где есть свои краски, свои оттенки, свои переливы. Вы знаете, много чего я нашла про вас, но какое же было удивление у меня, когда я прочитала, что вы закончили школу с физическим уклоном, да? Физика была основным, и потом был экономический университет. Да, это правда. А потом были пьесы, а потом выход книги. Как так? Это физики и лирики, вот эта тема? Ну, может быть, но все-таки не стоит думать, что я была таким человеком, у которого была только физика, математика, экономика, цифры перед глазами и в уме, а потом вдруг что-то случилось, и я ударилась в творчество. Стала писать пьесы и книжки. Нет, на самом деле творческое начало было во мне всегда, поскольку ребенком я очень много фантазировала, сочиняла такие истории, рассказывала их своим родителям и удивлялась, почему же мне не верят. Допустим, то, что наш кот живет под ванной, смотрит там телевизор, вяжет себе носки вязальными спицами. Это ж так все логично и убедительно. То есть все-таки какая-то творческая жилка была, она, наверное, могла меня завести куда угодно, поскольку в юности не то чтобы хотела быть писателем, я хотела быть и мультипликатором, и модельером, и кинорежиссером, но так сложилось обстоятельство, что все-таки вот литературное творчество стало моим основным. А как вот получилось, что вы решили писать? Вот это же как-то, я не знаю, это сразу хобби, наверное, было, да, для начала? Или ну, нет? конечно. Или это уже профессионально сразу так все случилось? Ну, конечно, сначала это было хобби, сначала это были попытки, эксперименты, но творческий путь писателя, мне кажется, начинается с первой изданной бумажной книги, которую можно подержать в руках. Она долго зрела, но, как, наверное, каждое явление, в конце концов, скорлупа прорывается. Это случилось у меня, когда я поступила в аспирантуру по специальности экономика и управление народным хозяйством. То есть вы добиваете меня до конца? Да, это была дневная аспирантура, когда ты, в общем-то, не работаешь, а пишешь диссертацию. У меня появилось много свободного времени, и, наверное, все, что во мне копилось долгое время, оно вылилось в эту книжку. И теперь я шучу, что вместо диссертации я написала фэнтезийный сборник. Что за сборник? Это был сборник, который назывался «Зеленые песни Ирминтии». Ирминтия — вот такая волшебный мир, который я придумала. Там были немножечко стихов, немножечко прозы, но это все было так. Первые попытки, не очень серьезно, про драконов, про троллей. Но, тем не менее, это был первый шаг, с которого потом пошли другие книги, более профессиональные, как мне кажется, более серьезные, любимые читателями. Вы знаете, я всегда любила читать. Я очень люблю книги. И вот сейчас вы рассказываете, мне кажется, что у каждого ребенка в свое время, в любое время, но в определенный период была своя какая-то
Своя жизнь, что ли, вот та, другая, здесь реальная, а вот вы рассказывали про сказочную вот эту жизнь, которую выдумывали где-то, и вы были 100% уверены, что кот именно там живет, и именно так он делает, да, но вы туда возвращались иногда из своей реальной жизни. И мне почему-то кажется, что у каждого ребенка есть такое где-то вот, да, но не каждый ребенок потом выплескивает это в книги. И когда я видела ваши книги, у вас, правда, такая вот какая-то сказочная атмосфера в книгах. Какие-то принцессы с такими интересными названиями, и принцессам всегда помогают какие-то там тролли или выдуманные сказочные герои. Это все так запутанно из детства было? Или нет, на данный момент это все вот воплощается в жизнь? Вот именно это ваша сегодня жизнь? Ну, я думаю, что все тянется корнями с детства, поскольку в детстве, как я уже говорила, воображение было развито хорошо. Даже для меня мечтать это было как вот занятие, это была работа. Допустим, поела, почитала книжку, а потом можно полчасика помечтать. И понятно, что как каждая работа, как каждое мастерство, это мечтание, оно становилось все более ювелирно точным, обрастало подробностями, поэтому, наверное, вот эта привычка мечтать вылилась в новые сюжеты, новые книги. То есть можно сейчас намечтать себе более развернутые сюжеты, многие персонажи не банальные, целый мир можно вымечтать. Это точно. Помечтаем и мы сегодня. А с чего начинается создание вашей книги? Вот возьмем любую книгу, я не знаю, вот сборник «Семь ружей». Может быть, там что-то такое интересное есть, про что можно вот рассказать, с чего оно начиналось? Каждая книга начинается по-разному, как ни странно. Допустим, сборник «Семь ружей» — это классические сказки. Это был мой первый серьезный сборник. И я думаю, что это переосмысление тех сказок, которые я любила в детстве. Допустим, сказки братьев Гримм. В какой-то момент, конечно же, ребенка я любила читать, любила над ними мечтать, но становилось мне тесно в этих рамках. Мне хотелось знать, какие же дальше будут приключения у героев. И я фантазировала, что же произойдет с этими принцессами дальше, или какие новые герои появятся в этих мирах. Поэтому, может быть, заметили, что «Семь ружей» — это сказки, где может быть немножко страшно, где может быть немножко запутанно. Вот все идет корнями от тех историй классических, которые записали братья Гримм. Ну а другие книжки появлялись совершенно по-разному. Допустим, книжка «Восковой волшебник» — это история из моей жизни. Она начинается тем, что девочка в Старый Новый год гадала на воске, у нее получилась фигурка волшебника, и после этого стали происходить чудеса. Это все со мной было тоже, только я была не девочка, я уже училась в магистратуре. И мы с подругами гадали, у меня получилась фигурка старичка, но я, так взрослый человек, и подумала, что это не волшебник, а Конфуций. Поскольку у меня был на носу экзамен по философии, но я решила, что, наверное, я его хорошо сдам. Это знак, да? Да, это был знак, все сбылось, кстати. Да, я получила высшую оценку по философии, но меня стала после этого преследовать мысль, а если бы все-таки девочка, вот 10 лет, тоже занималась этим гаданием, мне получилась фигурка старичка. Она же не подумала про Конфуция, она бы даже не знала, кто это такой. Что бы она решила? Наверное, волшебники. Что будет дальше? Ну, вот так оно и произошло. Заинтриговали. Не только меня, у нас семейная программа, и я знаю, что вы очень много встреч разных проводите в библиотеках, и приходят не только дети к вам, сотрудники библиотеки очень с интересом относятся к вашему творчеству, и, возможно, сегодня мы дадим подсказку нашим слушателям, потому что очень часто говорят, а вот что бы почитать, что бы новенького. Ну вот и Надежда Ясминская, если увидите такие книги, да, для детей. Я думаю, что вам будет интересно. Как заинтересовать ребенка книгой? Как вы считаете? Ну, это моя задача — заинтересовывать ребенка книгой, поскольку, когда я прихожу в библиотеки, передо мной сидит целый класс, который мои книжки не знает, который меня, скорее всего, не знает. Которые иногда не любят читать. И, кстати, очень часто, по крайней мере, они так говорят. Не любят читать. Да, вот говорят, что мы не любим, наверное, это вот такая поза. Поэтому у меня есть несколько стадий вовлечения ребенка вот в этот процесс «Волшебный мир книги». Наверное, первое, я пытаюсь из своего монолога, то есть я такая-то, я пришла к вам, чтобы рассказать, перейти в диалог.
Допустим, это можно сделать с помощью угадайки. Я спрашиваю, как вы думаете, к примеру, эта история зимняя, весенняя, летняя или осенняя? Когда она произошла? И начинается голосование, начинаются варианты, рассказывают. И вот уже ребенок вовлекается. То есть не я просто говорю, они молчат, а они тоже начинают со мной разговаривать и строить какие-то предположения. Дальше стараюсь показать, что герой им близок. Допустим, главная героиня девочка. Мама у нее работает бухгалтером. А у вас тоже? У кого мама бухгалтер? А у кого еще мама работает с цифрами, а папа программист? Ой, у вас тоже? А каково вообще жить с папой-программистом? И вот начинается опять же такой диалог. Можно рассказать какую-то интригу. Вот, заброшенный дом, в окне горит свет, но хозяев нету. Кто же в нем живет? А вот вы узнаете об этом, когда прочитаете книжку. В такой-то главе все рассказано, раскрыть не могу. Чтение вслух — это замечательно. Вот папы, мамы, вы читаете своим детям вслух? Это мы задаем вопрос нашим слушателям, Да, да? да. Я задаю вопрос, потому что это же замечательно, дети слушают. И писателю, автору это тоже очень важно, поскольку когда я уже пишу текст для детской аудитории, я представляю перед собой этих детей, которые передо мной сидят. И если вдруг что-то я пишу не так, занудно, долго, я просто вижу, что эти дети, вот воображаемые дети, передо мной засыпают. Поскольку на детских личиках, сразу же все эмоции отражаются. Если им скучно, это понятно. Если им интересно, это тоже понятно. А вы нам книгу принесли красивую. Это что за книга? Эта книга называется «Косматое сердце». Она была издана в Москве в издательстве «Эквилегия М», и она повествует о фэнтезийных приключениях. То есть это жанр так называемый сказочное фэнтези. Здесь мальчик, который встречается с заколдованным волком, но волк, он так как заколдован, он скорее как собачонка такая, очень миленькая, как сейчас говорят, няшная. И они вместе отправляются в страшно заповедный, заколдованный густой лес, каждый со своей целью. Мальчик, допустим, чтобы найти своих пропавших родителей. Я бы хотела, наверное, подчеркнуть по поводу фэнтезийных книг. Многие родители, они с недоверием относятся к фэнтези. Они считают, что немножечко наличие магии, волшебства, таких приключений невероятных, они сбивают ориентиры детей. То есть, Или кажется, пугают где-то. напугать можно везде, даже в городских книжках. То, что, допустим, дети будут считать, что важнее обладать магией, чем какими-то качествами. Магии-то у нас нет. Как же они потом будут себя вести? Но подавляющее большинство фэнтезийных книг, фэнтези — это только фантик, такой обертка. Тут совсем другие темы. Допустим, здесь у меня тема семьи, о том, как мальчик ищет своих родителей. Он не ищет сокровища или магию, он ищет свою семью, о дружбе, о каком-то самопожертвовании. То есть это те же важные человеческие темы, которые просто такой необычной обертки. Это прекрасно заинтересовали. Я думаю, что в ближайшее время мы обязательно, и я в том числе, и те люди, которые нас слушают, мамы, папы, бабушки, дедушки, мы сможем найти книгу Надежды Ясминской и узнать, что же там такого интересного и сказочного происходит. Но используете ли вы какие-то современные мотивы в сказках? Я не знаю, название-то понятно, да? Может быть, какие-то такие приключенческие перипетии, которые отзываются в современном времени? Или это только все-таки сказка а-ля братьев Гримм? У меня есть современные городские сказки, правда, действие, наверное, происходит в моем детстве, то есть в то время, когда я была маленькая, я пока еще не нашла способы вплести в наше волшебное повествование, в моё мобильные телефоны, Да-да-да-да, интернет, планшеты, поскольку тогда теряются очень многие сюжеты для приключений. Я обычно в книжках говорю, что волшебство старомодно. Оно не любит всех этих новых штучек, поэтому случается именно в такое время, когда нет мобильных телефонов. Потому что если есть мобильный телефон, ребенку невозможно где-то, допустим, затеряться, пережить какое-то собственное приключение. Поэтому в моих книжках такое допущение. Действую, может быть, и в современном мире, но по старинке. Важно слово, каким написана книга, чтобы это было понятно, чтобы это были не длинные фразы. Но это я знаю, что для детей обязательно нужно, чтобы красивые иллюстрации были. Это вы все учитываете, да, при создании книги? А вы, у вас же пока своих детей нет, вы каким-то образом есть у вас те люди, на которых вы апробируете, что ли, свои книги? Кто первый читатель ваших рассказов?
Есть такие люди, это моя лучшая подруга, я ее называю бета-ридером. Она как раз-таки работает бухгалтером, и это мне очень помогает, поскольку писатель, он не может адекватно оценивать свой написанный текст. Когда я читаю, я обязательно в голове что-то дорисовываю и могу сделать абсолютно обидные, досадные ошибки, поскольку я уже так не читаю с листа, я читаю со своей головы, а там может быть все что угодно. Поэтому она мне помогает найти логические нестыковки, чтобы там белый конь у меня не превращался в следующей главе в серого в яблоках, такое может быть. И мне очень помогает мой муж. Это замечательный человек, который тоже, как и я, ребенок в душе, он с удовольствием читает детские приключения, и видно, что он поглощен вот этим волшебным путешествием, которое я пытаюсь представить в своей книге. Поэтому вот два моих близких человека, они мои первые читатели. Ну а потом все идет к редактору. Супер редакторы, я бы тоже сказала на них. Им большой привет, если они нас слушают. Очень важно, как вы сказали, быть ребенком в душе для того, чтобы создавать вот такие сказки, сказки для детей. А есть ли у вас литература для взрослых людей? Ну, вообще, если честно, вот если вы будете думать честно ответ на вопрос, мне кажется, что вот в сказках очень много для взрослых. В любых сказках, абсолютно. Там, если проследить, вот такая параллельная сюжет, параллельная линия, все равно каждый взрослый найдет это для себя, для своего уже возраста какой-то важный посыл. Я думаю, что и в ваших сказках это тоже можно проследить, в ваших книгах. Я И думаю, есть что ли- да. И если для взрослых какие-то пьесы, возможно, рассказы, пишете ли вы? Может быть, еще не издавали, но написали. У меня есть электронный сборник, который называется «Запредельность». Это сборник рассказов в жанре магический реализм. Чем меня привлекает этот жанр? Тем, что здесь очень тонкая грань между реальностью и волшебством. Допустим, человек, главный герой, находится в своем комнате, в своем привычном мире, и вдруг раз, вот эта граница, она становится зыбкой, и что-то происходит невероятное. Но все же это такие сказки для взрослых, там тоже есть волшебство. Не волшебная проза у меня вот просто не получается. Когда-то я училась на онлайн-курсах в Санкт-Петербурге, очень хороших, курсы мастер-текста, и там нам говорили, что в конце будет дипломная работа. И вот кто лучше всего напишет финальный рассказ, тот попадет в сборник. Конечно же, я еще была таким начинающим автором, мне очень хотелось попасть в сборник, и я готовилась. Но потом нам объявили тему и объявили жанр. Жанр была мелодрама, и тема «Расстаемся навсегда». Это абсолютное было не попадание в мое мироощущение, поскольку, во-первых, я не писала мелодрамы. Мелодрама — это значит, что никакого волшебства, ничего не будет. А «Расстаемся навсегда» — это минорная нота, а у меня всегда вот на подъеме книжки заканчиваются, там должен быть какой-то хэппи-энд. В итоге я завалила полностью эту работу, написала такую ерунду, что поняла, я больше себя заставлять, принуждать не буду, я буду писать что-то волшебное и для детей, и для взрослых. Наверное, вот... То, что близко. Да, очень. такое мое направление творчества, а расставание навсегда пусть напишет кто-то другой. А я знаю, что у вас есть задумка написать ну, такую магическую кулинарную книгу. Это я прочитала в хорошем источнике. Подсказали эльфы, если хотите. Ну, она не совсем магическая, скорее атмосферная. Есть такая задумка, она, правда, очень-очень далеко. И, конечно же, история возникновения тоже необычная, как у меня всегда бывает. Дело в том, что однажды я своим подругам проиграла спор. И нужно было из этого проигрыша вытянуть какой-то вызов. Мой вызов был, что я должна в течение месяца каждый день готовить какой-то десерт. Жестокий спор. Да, понятное дело, что какой-нибудь торт Наполеон каждый день я готовить не смогу, поэтому я стала искать рецепты достаточно простые, но при этом вкусные. И каждый день новый, да? Да, и каждый день новый. Чтобы мне не было скучно, я пыталась еще добавить туда какую-то атмосферу, то есть какое-то либо приключение, либо событие. Допустим, вот чайный пунш, его обязательно нужно пить ночью в парке на скамейке. И для определенной бутерброды нужно устроить пикник, как у мумитроли. То есть каждый бутербродик завернуть в отдельный яркий сверток и пойти куда-нибудь на поляну. И у меня остались эти рецепты, и я решила, что, возможно, это будет интересно не только мне, возможно, читатели тоже захотят такой вызов опробовать, но пока меня полностью захватила сейчас художественная проза, но, надеюсь, все-таки когда-нибудь до этой книги дело дойдет.
У нас студия такая магическая. Все, что здесь происходит, обязательно сбывается. Особенно вот такие хорошие посылы во Вселенную, поэтому обязательно сбудется. Ну, уже придете к нам с новой книгой. Сегодня Всемирный день поэзии. Так получилось, я не знаю, тоже, наверное, какая-то магия вмешалась. Я совершенно другую программу планировала на этот день. Но вдруг всплыла у меня, ну, вдруг ничего не бывает, надежда с творчества. Мне почему-то захотелось вас видеть сегодня у нас в студии. И я предложила вам прочесть что-нибудь, что вам то стихотворение, которое вам близко на данный момент, вашей душе, вашему сердцу, возможно, вашему настроению такому весеннему. Что это будет? Сразу скажу, что я не любитель стихов, я любитель прозы, но часто читаю произведения детских поэтов, поскольку все-таки близко по духу. И я выбрала стих такой весенний Владимира Орлова. Это не наш знаменитый земляк, это украинский поэт Владимир Натанович Орлов. И стихотворение «Март». То мороз, то лужи голубые, то метель, то солнечные дни. На пригорках пятна снеговые прячутся от солнышка в тени. Над землей гусиная цепочка, на земле проснулся ручеек, и зиме показывает почка озорной зеленый язычок. Все-таки волшебно, все равно. Да, Вот всё как по-другому у у нас. вас не получается. Вы знаете, я тоже не могла просто так пройти мимо этого дня. Красивый день с красивым посылом, с красивым началом. Я буду уверена, что будет такое же продолжение. И я выбрала верш Рыгора Бабчанка. Это дырэктар саўгаса «Камуніст» у Ельскім раёне. Неяк пра яго напісалі, гэта гаспадар з душой паэта. І апошнім часам мы шмат гаворым пра тое, што у нас у кожнага ёсць нейкая свая маленькая радзіма. Я б сказала, не маленькая радзіма, а тое месца, дзе мы адпачываем душой і целам, куды мы імкнёмся сваімі думкамі, сваімі пачуццямі, дзе нам было, магчыма, у дзяцінстве хораша, добра і прыемна. І не заўсёды хапае часу туды вярнуцца. Дык вось зараз пра вёску, пра якую напісаў Рыгор Бабчанок, мне падаецца, у кожнага з нас, ці ў большасці з нас гэты верш адгукнецца. Прытулілася да лесу вёска родная моя, патанула ў кветках бэзу, у дзіўных песнях салаўя. У сцяжынах, што да рэчкі папаўзлі праз каляіны, у густых кустах парэчкі, вішань, яблыні, маліны, у лугах, што пахнуць мёдам, у кроплях чыстае вады, бо адсюль я толькі родам, мне б вярнуцца зноў сюды. Вот на такой ноте мы... Чудесно, да? Вам спадабалася? Так, вельмі. Ну что ж, Надзея, мы жадаем вам толькі поспехаў, натхнення, здзяйснення творчых планаў. Хай у такога фантазійнага, магічнага аўтара ўсё найлепшым цудам адбываецца, найлепшым чынам адбываецца. І абавязкова прыйдзеце да нас са сваёй кулінарнай кнігай. А сёння у нас у гасцях у сямейнай праграмы была аўтар, пісьменніца Надзея Ясмінска. Я, Тацяна Гулейка, развітваюся. У народзе казалі: добрая кніга, мудры настаўнік. Сямейная праграма для ўсіх і кожнага.